4 октября у меня исполнилось 90 лет. Я сейчас не просто пенсионер, а долгожитель города Якутска. Родился в Усалданском районе, Сотинский Дослег. Поселок называется Огород-Тах. По окончанию 7-летней школы как раз началась война в 1941 году. И пришлось продолжение учебы забыть. До призыва в армии работал в вермконторе пищевиком. И в 1943 году первым пароходом нас, городских призывников, отправили в армию. С началом японской войны наш полк авиационный, штурмовой, через Большой Хинган начали войну с Японией. Война окончилась, когда мы подходили в город Мукден. Сейчас это называется Шиньян, очень большой промышленный центр. По окончанию японской войны нашу часть оставили в Лиадунском полуострове. Так прослужил я всего в армии 7,5 лет. И демобилизовался в 1950 году в декабре. Я поступил в электротехникум связи. Я закончил диплом с отличием, и меня без экзаменов отправили в Новосибирский институт связи. Я вообще всю жизнь только работал в связи. Когда осталось 7 лет до пенсии, я работал преподавателем техникум связи. 2 года отдохнул, потом думаю, сидеть дома – это дело гиблое, и выбрал почтальоном по штабе. Потому что там и снег, и жара, все равно надо ходить по улице, чтобы как бы удлинить жизнь, как бы вести здоровый образ жизни. И окончил в 1992 году трудовую деятельность. Вообще, танцы очень красивый вид культуры, можно сказать. До этого я никогда не танцевал. Сейчас бальные танцы очень развиты. Посмотришь в телевизор, и такие маленькие, даже детсадовские школьники младших классов так хорошо они танцуют, просто красота. Поэтому танцы мне просто нравятся. И, можно сказать, просто спортивный интерес. Каждый год бывают конкурсы бальных танцев. Мы всегда со своей напарницей Татариновой Александрой Константиновой завоевывали золотую медаль в своей группе пожилых. По-моему, раз 12 мы завоевали золотую медаль по спортивным танцам в своей группе. Так что мы чемпионы. Если лежать будешь, это вообще хана. Нам, особенно старикам. Приходим, у нас давление улетучивается. Общается со своими сверстниками, просто даже знакомый переход, вежливо здоровается, и то как-то на душе легче. Дома сидеть все-таки это не очень радостно. Поэтому я стал ходить в общество Асухай. Я Асухай раньше не очень-то увлекался. И в обществе Асуха там вечера все пожилые, все пенсионеры. Делаем Ахуахай, а потом минут 10 танцы. Ну, такие же танцы, как вот здесь краковьяк и так далее, бальные танцы. Но я сейчас участвую в танцевальный коллектив пенсионеров «Золотая Камискюн», «Золотая осень». И вот сейчас с друзьями мы в этой школе 3-го возраста. Мне одному хорошо. Вот сегодня я вообще здоровый, завтра как будет неизвестно, я совершенно не скучаю. Лучший друг – это для меня компьютер. От газеты бумаги аллергия. Поэтому я больше информацию получаю из интернета. Даже телевизор мало смотрю, новости читаю. Mail.ru, Макспарт и остальные тоже. Я фотошоп делаю. Если ноги такие, я сделаю вот такие ноги.
Вообще я не люблю военную тему затрагивать. Но надо ведь рассказывать все-таки, как было тяжело и так далее, что такое война, как защищать Родину. Надо быть всегда патриотом своего государства. Вообще российский народ, он такой активный, народ хороший. Они уже не первый раз видели такую жизнь, много раз были войны разрушительные, поэтому они знают, все пройдет, надо стараться. Мы сейчас с молодыми общаться очень трудно, потому что если старые начнут рассказывать, они говорят, это старину нам не надо. Им надо компьютер, все это. Поэтому общий язык, бабушки и дедушки говорят, мало находим. Вот теперь если молодежь хулиганит, а когда надо, они показывают свою демократичность и любовь к своей родине. Жизнь развивается, надо жизнью согласованно, так и надо жить.